Уважаемые стороны, как вы знаете, с марта месяца у нас действует экстерриториальная подсудность. Больше полугода у нас истцы пользуются данным правом, и оно успешно работает. Экстерриториальная подсудность она применяется по делам, где оспариваются акты, вынесенные в письменном производстве. Поэтому сегодня, поскольку у вас оспаривается именно в письменном производстве акт, который предоставил Департамент по управлению земельными ресурсами, у вас есть такое право. В чем преимущество, я вам разъясню. Во-первых, экстерриториальная подсудность заключается в том, что дела между судьями они распределяются независимо от территории, привязки конкретного суда, либо же региона. В этой связи у вас есть такое право. Участники процесса, они не могут знать заранее, в какой территориальности, в какой юрисдикции, в каком суде попадет данное дело. Это снижает вероятность давления, либо же лоббирования каких-либо интересов. Равномерная нагрузка дел между судами, дела распределяются более равномерно по всей системе, что помогает избежать перенагрузки одних судов с нагрузками других судей, где более большая нагрузка. И, соответственно, оптимизация сроков рассмотрения. Поскольку дела могут быть распределены туда, где есть свободный ресурс, уменьшаются издержки и ускоряется сам процесс рассмотрения. В данном случае, уважаемый истец, у вас есть такое право. Если вы напишете данное заявление, оно в течение 3 минут канцелярия нашего суда его перераспределяет, и мы вам уже через минут 5 скажем, какой суд нашей области данное дело будет перераспределено. Поэтому, воспользуясь таким правом, вы сможете данное дело было распределено на любой территории нашего государства.